Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Вася. Я очень люблю рассказывать сказки. И сегодня я хочу вам рассказать замечательную историю про Машеньку. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой Машеньку. Машенька, пошли с нами. Ну, Маша. Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками. Иди, Машенька. Только смотри, от подружек не отставай. А то заблудишься. Пришли девушки в лес. Стали собирать ягоды да грибы. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в саму глушь, в саму чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь и открылась. Вот вошла Машенька в избушку, села у окошка на лавочку, села и думает. А кто же здесь живет? И почему никого не видно? А в той избушке жил большой-большой медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку и обрадовался. Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь жить у меня. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделать. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, все равно поймаю, и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит. Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу. Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы я сам отнесу. Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Вот, смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их бабушке да дедушке. Да помни, короб не открывай, пироги не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Иди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во вражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, устал и говорит. Уф, сяду-ка я на пенек, да съем пирожок.
а Машенька из короба. Вижу. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси дедушке, неси бабушке. Шел, остановился, сел и говорит: Сяду-ка на пенек, да съем пирожок. Вижу. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит. Ишь ты! Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте. Я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. Что это в коробке? А дедушка поднял крышку. Внученька! Дедушка, бабушка. И глазам своим не верит. В коробке Машенька сидит, живехонька, здоровенька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать да целовать. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Ну что, друзья, понравилась сказка? Нажимайте лайк. До новых встреч. Пока-пока.